Благодарю Рустама Фаизовича, что он напомнил о дне рождения Ферхата Эфенди Тавиева. И сегодня мы собрались, активисты штаба татар, посетили мусульманское кладбище, побыли на место захоронения Ферхата Эфенди и помолились, сделали дуа в его честь. И говорили несколько добрых слов. Несмотря на плохую погоду, снег шел, мы были очень довольны. И, вернувшись в помещение штаба татар, смотрели фильм по ТНВ, Татарстан показывал. Нам, вот лично мне, уже нравится именно тот факт, что его труды, наследие при руководстве Табиева сейчас признается и получается хорошие отзывы, отклики, и тем более по всей России развитие Татарстана происходит благодаря тому периоду, что при Табиеве, когда он был генеральным секретарем Республики Татарстан, очень много строилось, развивалось, и города расширялись, и заводы, фабрики открывались, новые рабочие места, люди квартиры получали. Это теперь признается. И благодаря созданному при Табиеве Татарстан продолжает оставаться в развитии на уровне вот России, да, и всех регионов передовых. И даже Шамиев при Табиеве начинал работать по сфере сельскохозяйства. И там идет очень большая такая преемственность поколений. А Татарстан уделяет очень большое внимание кадрам. Это началось при Табиеве. Шаймиева он выбрал, оставил после себя на ответственной должности, а Шамиев уже своего Миниханова выбрал. И сейчас Татарстан продолжает развиваться. Я хочу сказать, что я Табиева сам лично видел, с ним встречался. Это в 1999 году, когда я работал в Москве, в татарском культурном центре при мечети Ярдем. Это в Отрадном. Там большой комплекс был построен из 4 религий. И исламская мечеть, и христианская, и синагога, и буддийский храм. Я был там фотохроникером и видео снимал по просьбе создателя того комплекса. И мне приходилось видеться с Табиевым, когда они в культурном центре проводили собрание именно то общество бизнесменов, 16 из 16 человек. Они проводили собрание. Мне очень понравилось его поведение, и там он был очень тактичным, выслушивал мнение всех, и всем членам этого делового клуба давал возможность высказываться. И эту хронику я оставил у Биазитова, директора Рашида. Мне очень он понравился как своей вот человечностью. То, что сейчас говорят по телевизору, это правда. Я сам видел, наблюдал за его поведением, потому что оператор, который снимает, не может общаться, а просто молча стоит и снимает. Вот такое впечатление у меня создалось о нем. Сегодня мы собрались в штабе татар, чтобы почтить память известного человека Табиева, значит, Фикрята, который внес большую, значит, роль в развитии Татарстана, в развитии татарской нации. И когда говоришь о таких людях, то вспоминается автоматически
тот факт, что в Казани, в центре города, установлен памятник Гумилеву, который, в общем-то, разработал вот эту теорию пассионарности, что периодически у каждой нации, значит, появляются люди, которые наделены, наверное, Всевышним какой-то сверхэнергией, которая этих людей делает лидерами и которые в состоянии внести значительный вклад, ну вот в данном случае в развитие республики, в развитии этноса, развитии патриотизма и так далее. Вот. Спасибо огромное штабу татар, что помнит, что собирает именно людей, проводит мероприятия, позволяющие как бы сделать оценку сделанного людьми и дающему пример будущим поколениям, и вот молодым людям, и, может быть, и среднего возраста, что как делать бы жизнь с кого. В современной истории не так много людей, про которых можно было бы сказать, что их роль была значительной. Ну вот, судя по тому, как сейчас динамично развивается Татарстан, основа этого развития как раз была заложена именно вот в период работы Табеева. Ну, наверное, к пассионариям можно отнести и Шаймиева, ну и многих других. Говорят, что человек жив до тех пор, пока о нем помнят. Поэтому вот сегодня прозвучало очень много благодарственных слов в течение нашей поездки к месту захоронения Табеева. И уже вот в штабе по религии, по исламу, если 40 человек сказали хорошие благодарственные слова, то на том свете покойному становится легче. Так вот, такие люди заслужили 40 сороков таких слов. И очень приятно, что, в общем-то, организовывается движение табеевское, которое позволяет школьникам, молодежи совершать какие-то поступки, которые могут способствовать развитию именно патриотизма, любви к своей родине, любви к своей нации. Ну, а мы по мере возможностей тоже должны своими делами, своими мыслями, своими чувствами поддерживать и вносить свой вклад. Мы также разрабатываем проекты, которые поддерживают нашу веру, нашу религию, веру наших детей. Не знаю, свой вклад вносим и в экологию, и в общественную жизнь. Я думаю, что каждый из нас как бы вправе участвовать и в общественной жизни, и в политической, и так далее. Я бы хотела, чтобы в стенах этого штаба рождались новые лидеры, новые проекты, новые пассионарии. Ведь недаром каждый раз, вспоминая про Табеева, вспоминаются его слова. Давайте, значит, совершенствуйтесь, растите в плане профессиональном, в плане человеческом. Ну и, наверное, вот в этом и должна заключаться роль штаба, чтобы давать возможность и поддерживать вот таких активных людей, которые имеют как бы и желание, и возможность, и энергию для продвижения новых проектов и для самосовершенствования, для поднятия престижа нации и нашего народа.